А сейчас переходим уже к тем темам, которые я на сегодня приготовил. Вторые выходные подряд лихорадит Сербию. Причем лихорадит вот по-настоящему, вот в максимально таком масштабном смысле этого слова, потому что на этих выходных сразу в 52 городах страны прошли массовые демонстрации протеста против планов и действий центральной власти страны. Вот представляете себе, 52 города. Ну, Сербия, если честно, не такая уж и большая страна, поэтому, наверное, мы можем сказать, что без преувеличения во всех городах или во всех более-менее крупных городах Сербии вторые выходные подряд тысячи людей выходят на акции протеста. Вот то, что вы видите сейчас, это перекрытие одной из трасс в Белграде, причем это та трасса, которая не внутригородская, а та трасса, которая ведет практически через всю территорию страны. Вот так вот люди, видите, захватывали фактически мосты, останавливали движение. А все почему? А все потому, что власть в Сербии некоторое время назад приняла целый ряд законов, которые, судя по всему, должны быть использованы теперь в не очень, скажем так, в тех целях, которые не очень нравятся жителям Сербии, не очень нравятся гражданам этого государства. О каких законах идет речь? В первую очередь был принят закон, который существенно осложняет проведение акций протеста в случае, если люди захотят провести их, что называется, официально, то есть подав уведомление и со всеми вот необходимыми разрешительными процедурами. Теперь это очень сильно усложняется. Это первый закон. Второй закон еще более такой потенциально опасный. Это так называемый закон о реституции. Это закон, который позволяет властям страны изымать недвижимость фактически у любого гражданина. Необходимо просто уведомить гражданина о том, что в ближайшее время у тебя будет изъята земля, или у тебя будет изъята твой дом или твоя квартира, и в течение 8 дней предоставить ему в любой точке Сербии, в любой точке страны похожую по площади, похожую по стоимости квартиру или похожую по площади дом. То есть, по большому счету, теперь власти могут, особо не церемонясь, переселять фактически кого угодно, куда угодно, исходя только из каких-то своих, часто, возможно, шкурных соображений. Для чего все это делается? Дело в том, что властям страны, Александр Вучич, это глава, президент страны, правящая партия, вот они в следующем году, их ожидают перевыборы. Будут выборы президента в 2022 году и будут выборы парламента. Последние пара лет, вот эти вот пара коронавирусных лет, Сербии дались очень тяжело. Сербия вообще была одной из тех стран, в которых, на секундочку, был введен не просто локдаун, а какое-то время действовал прямо самый настоящий комендантский час. То есть людей, которые появлялись на улицах в какое-то время суток после окончания разрешенного времени суток, вернее, арестовывали. В случае, если это было первое правонарушение такого рода, сильно штрафовали, действительно, на очень большие какие-то суммы. Если человек попадался второй раз, его вообще ждала тюрьма, и даже какие-то казармы в столичном Белграде были отведены под содержание тех людей, которые нарушали вот эти вот коронавирусные ограничения. В Белграде даже были какие-то из казарм городских отведены специально для содержания тех людей, которые вот нарушили комендантский час и были приговорены к какому-то там несколько десятков, по-моему, дней заключения должны были люди отбывать. Но вот это только одна сторона медали. Вот эти вот жесткие коронавирусные ограничения, люди, которые вынуждены были платить безумные штрафы или оказываться в тюрьме, это вот только одна сторона. Вторая сторона медали – это серьезные экономические потери. Это действительно не дофинансирование бюджетов всех уровней, начиная с бюджета общегосударственного. А накануне вот выборов, вот сейчас, вот следующий год выборный, властям нужно каким-то образом, что называется, покупать лояльность избирателя. В этом ничего такого криминального нет. Так или иначе, все власти во всех странах накануне выборов этим занимаются, придумывают какие-то способы, поднимают пенсии, дают какие-то выплаты матерям-одиночкам или каким-то другим уязвимым группам населения. Но для того, чтобы такого рода выплаты накануне выборов производить, для того, чтобы таким образом демонстрировать свою какую-то такую близость к избирателю, должны быть деньги. А где взять эти деньги, если уже 2 года, собственно говоря, с перебоями они идут в бюджет? И вот власти Сербии какое-то время назад
нашли способ заполучить такого рода деньги, нашли способ, где же, собственно говоря, взять те самые средства, которые необходимы вот как хлеб, как воздух необходимы непосредственно перед выборами. Они решили дать концессию на добычу лития в одном из районов Сербии огромному такому конгломерату компаний. Это англо-австралийский концерн, который называется Rio Tinto. Rio Tinto собирался построить вот такие, что называется, добывающие шахты в одном из из районов Сербии. И рядом с шахтами, в которых добывался бы литий, намеревался еще построить перерабатывающие производства. То есть руда сразу из-под земли отправлялась бы, ее не везли бы куда-то далеко, ее бы не отправляли там грузовиками, самолетами, конечно, безумно дорого, там грузовиками или морским транспортом, речным, а затем морским транспортом куда-то на те перерабатывающие производства, которые есть уже в распоряжении Рио Тинто. Нет, планировалось все это сделать вот комплексно. Здесь мы из-под земли руду вытаскиваем, а здесь тут же, вот прямо на месте ее перерабатываем. Собственно говоря, для этого, судя по всему, и принимался закон о реституции. Ровно для того, чтобы дать возможность компании Rio Tinto вот те территории, под которыми залегает руда, заполучить к себе и построить на них все необходимые производства. Но с добычей лития и с добычей литиевой руды и с производством лития есть несколько очень серьезных проблем. Конечно, вот сейчас, особенно когда мир переходит постепенно, но все-таки переходит, ну вот, например, на электромобили или другие электрические транспортные средства, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания, отказываясь от бензина, от дизеля, от любого вообще ископаемого топлива, литий необходим, потому что литий является одним из основных компонентов тех самых батарей, которые устанавливаются в электромобиле, и без него обойтись никак нельзя. Это с одной стороны, но с другой стороны производство лития действительно очень-очень вредно для природы. То есть он, с одной стороны, помогает снизить зависимость от ископаемого топлива и тем самым так или иначе сказывается в плюс на окружающей среде. А с другой стороны, если вот как сейчас кажется многим в Сербии, сильно торопится правительство, сильно пытается как можно скорее начать это производство для того, чтобы получить 2 миллиарда 400 миллионов долларов, прошу прощения, от Рио Тинто и начать раздавать эти деньги нуждающимся, то вот боятся люди в Сербии, что из-за этой спешки так или иначе махнут рукой, попросту наплюют на самые разные нормы экологической безопасности и построят абы как, лишь бы скорее. Соответственно, тогда будет сильно загрязнена и река, там протекает, собственно говоря, рядом с тем местом, где планируется добывать литий, протекает приток реки Сава, и на этом притоке стоят города, и на Саве стоит множество городов, включая, кстати, столичный Белград. Ну и, собственно говоря, не только вода, но еще почва грозит быть, собственно говоря, загрязненной этим самым литием, вернее, отходами от производства лития. И, естественно, и воздух тоже может быть загрязнен, собственно говоря, этими самыми литиевыми производствами. Собственно говоря, именно поэтому люди выходят массово на акции протеста. На прошлых выходных даже были какие-то столкновения с полицейскими, на позапрошлых, вернее, вот на минувших, которые только что прошли. Вроде бы как все было более-менее спокойно, с полицейскими не вступали в противодействие, никто там не применял ни слезоточивый газ, ни дубинки, ни водометы, но тем не менее, да, люди смогли на несколько часов, например, парализовать движение по одной, а то и даже по нескольким трассам, автотрассам, которые идут через территорию Сербии. Кроме того, эти же люди боятся, что те законы, которые уже приняты, могут быть использованы в дальнейшем для того, чтобы давать в концессию и другие целые регионы Сербии. Ну вот известно, например, что одна крупная китайская компания тоже присматривается к Сербии, считает возможным строительство там каких-то добывающих или перерабатывающих производств уже не литиевой, а железной руды. И тут же действительно, тут такая история, что аппетит приходит во время еды. Фактически для сербского руководства это, что называется, easy money, легкие деньги. Они толком ничего не
делают, сами по большому счету ничего не вкладывают, просто дают возможность иностранным компаниям в обмен на какие-то огромные вливания в бюджеты страны начать выкапывать из земли то, что, собственно, является достоянием всего сербского народа, это обрабатывать и потом где-то продавать. Интересно, вот какая реакция, собственно говоря, того человека, который должен был, наверное, разгонять все эти протесты. Зовут этого человека Александр Вулин. Этот человек министр иностранных дел Сербии. И он на прошлых выходных, на позапрошлых он присутствовал в Сербии и каким-то образом, наверное, там отдавал команды тем людям, которые разгоняли протестующих. А вот на последних протестах его уже не было. Не было его, как он, наверное, решил по уважительной причине. Он ездил в Москву презентовать какую-то свою книгу. При этом накануне своего отъезда из Москвы он сообщил о том, что вот те люди, которые выходят на акции протеста в Белграде и в других сербских городах, они наймиты Запада, значит, ими управляют какие-то темные злые силы из-за границы. И эти темные злые силы совсем не хотят, чтобы Сербия была богатой и счастливой. А по его словам, Сербия может быть богатой и счастливой только если Вучич останется, вот нынешний президент, во главе государства. Короче, наплел какой-то совершенно безумной ерунды с точки зрения здравого, нормального человека. Но если вот копнуть, кто такой Вулин на самом деле, то станет понятно, что здравых от него каких-то суждений ожидать не стоит. Это тот человек, который прямым текстом говорил о необходимости заимствования идеологии русского мира для построения сербского мира. То есть ему очень нравится то, что творит Россия на оккупированных ею территориях других стран. Ему, наверное, кажется, что Сербия должна действовать похожим образом. То есть он, правда, не призывал к оккупации части территории соседних стран, но говорил, например, о том, что Сербия должна быть готовой защищать этнических сербов, в том числе и за пределами, собственно, самой Сербии, в том числе еще и с помощью армии, то есть грубой военной силы. Так вот, сейчас прям процитирую вам этого человека. «Пока Вучич во главе Сербии, Республика Сербская в составе Боснии будет существовать, а Сербия сохранит политическую стабильность». Республика Сербская, напомню, это вот такой вот анклав внутри Боснии и Герцеговины, который в последнее время все больше и больше намекает на такой разрыв с самой Боснией и Герцеговиной и слияние с Сербией. И вот эти вот люди сейчас фактически управляют страной. Несмотря, кстати, на безумные акции протеста, которые уже прокатывались по Сербии. И, кстати, они были фактически, собственно, только вот этими драконовскими противокоронавирусными мерами удалось в свое время прекратить эти акции протеста. В 2018 году начались после нападения на одного из оппозиционных политиков, каких-то гопников-тетушек. Вот эти акции протеста, они тоже были многотысячными, они тоже проходили по всей стране. И протестующие тогда требовали отставки президента и настаивали на том, что все то, что он делает, он по большому счету концентрирует у себя в руках вообще все рычаги власти. Он концентрирует у себя вот все возможные функции властные, пытаясь выстроить авторитарную систему управления. Причем не просто авторитарную систему управления, а как тогда казалось многим людям, и на самом деле до сих пор кажется, насколько я понимаю, в Сербии очень многим оппозиционно настроенным гражданам, все это делается не просто для того, чтобы взять и там сконцентрировать все рычаги власти у себя, а еще и для того, чтобы вот каким-то образом реализовать вот эти безумные планы сербского мира. Напомню, что эти безумные планы в свое время привели к войне, которая была одной из самых кровавых, наверное, самой кровавой войной на европейском континенте после Второй мировой. И вот мы прямо сейчас присутствуем при робких таких, но все более явственных звоночках о возможности, не дай бог, конечно, но все-таки повторения чего-то такого, что сопровождало распад Югославии в начале 90-х годов. Ведь понятно, что если распад Югославии сопровождался
действительно кровавейшими войнами, то попытка собрать эту Югославию назад в том или ином виде с теми или иными территориями, которые когда-то входили в ее состав помимо Сербии, тоже может обернуться очень и очень кровавыми последствиями. Давайте посмотрим сюжет о том, как тогда, в 90-е, распадалась Югославия, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Югославия как независимое государство появилась в 1918 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Поначалу существовавшая как монархия, оно объединило несколько регионов Юго-Восточной Европы, большинство из которых прежде входили в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Лидирующая роль в новом государственном образовании отводилась Сербии. Это подчеркивалось в первом названии страны – Королевство сербов, хорватов и словенцев. Кроме того, управляла королевством именно сербская монаршая династия Карагеоргиевичей. В 1941 году после нацистской оккупации монархия пала, а после поражения Германии во Второй мировой Югославия вновь стала независимой страной. К власти в ней пришли коммунисты, а ее официальное название сменилось на Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Формально все входившие в состав Федерации Республики были равны в своих правах. Однако именно Сербия оставалась главной частью страны. Именно там располагались все центральные органы власти, редакции главных медиа, основные культурные и спортивные организации. Сербы являлись и крупнейшей этнической группой Югославии. Около 40% граждан страны относили себя именно к сербам. Второй крупнейшей этнической группой были хорваты, которых было примерно вдвое меньше, чем сербов. К 1991 году волна демократических преобразований, прокатившаяся по Восточной Европе, добралась до Югославии. Национальные элиты, входивших в состав Федерации Республик, одна за другой начали объявлять о независимости. Первыми это сделали словенцы, заявившие о выходе из состава Югославии в июне 1991 года. Центральное югославское правительство пыталось помешать Словении покинуть Федерацию и отправило в республику армию. Однако военная операция оказалась неудачной. Сербию от Словении отделяла территория Хорватии, жители которой сочувствовали словенцам и тоже заявили о разрыве с Югославией. После объявления о начале боевых действий внутри страны из югославской армии начали массово дезертировать хорваты, словенцы, боснийцы и представители других национальных меньшинств. Это заметно ослабило потенциал вооруженных сил в войне против стремившейся к независимости Словении. На руку словенцам сыграло и то, что в их республике практически не нашлось этнических сербов, готовых вступить в ополчение и воевать за сохранение единой Югославии. После 10 дней боев, в основном партизанских, в ходе которых словенские силы самообороны устраивали засады на югославские военные колонны и захватывали армейские базы, правительство Югославии приняло решение о выводе из Словении своих сил. Примерно в одно время со Словенией фактическую независимость обрела еще одна республика. О выходе из Югославии заявила Македония. Ее прощание с умирающей федерацией вышло и вовсе мирным, но не потому, что Сербия не хотела бы удержать македонцев, а потому что ее армия уже завязла в тяжелых боях в Хорватии. На стороне прибывших из Сербии частей югославской армии против независимости Хорватии воевали и многотысячные хорватские сербы. Похожая ситуация сложилась и в еще одной республике – Боснии и Герцеговине. И, например, знаменитый мост в городе Мостар был уничтожен именно хорватской артиллерией. К счастью, сейчас он восстановлен в первоначальном виде. В ходе боевых действий все стороны совершали военные преступления, самым известным из которых стало убийство 8000 мужчин и мальчиков-мусульман боснийскими сербами в Сребренице. Это преступление международные судебные инстанции признают актом геноцида. Хорватские и боснийские войны закончились в 1995 году, но исход их был разным. Хорваты в ходе молниеносной операции «Буря» ликвидировали самопровозглашенные
сербские квазигосударственные образования на своей территории, тогда как боснийцы согласились на легализацию такого образования на своей территории. Более того, представитель этого образования, оно называется Республика Сербская, входит в состав президиума Большой Боснии и имеет право влиять на решения государственной важности. С течением времени Сербия признала потерю контроля над бывшими югославскими республиками и в 2006 году после референдума предоставила независимость Черногории. Таким образом, сейчас на территории бывшей Югославии существует 6 признанных мировым сообществом государств: Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Сербия. И одно частично признанное в 2008 году о своем выходе из состава Сербии объявило населенное преимущественно албанцами Косово. Произошло это через 10 лет после начала последней Югославской войны, в ходе которой Сербия стремилась вернуть контроль над мятежным регионом. В тот конфликт вмешалась НАТО, сербы вынуждены были отвести свои войска и согласиться на передачу края в управление международной администрации. Предполагалось, что дальнейшая судьба Косово будет решена в ходе переговоров, однако местный парламент в одностороннем порядке объявил о независимости края, которую к сегодняшнему дню признала примерно половина стран. Среди тех, кто не признает независимость Косово и все еще считает край частью Сербии, Греция, Казахстан, Испания и Украина. Вот, кстати, о Косово. Я говорю о том, что многим, наверное, внутри Сербии продолжает казаться, что президент страны пытается каким-то образом возобновить, восстановить вот эту вот самую Югославию, которая так кроваво и с таким трудом распадалась, с такими человеческими жертвами. Такое происходит не только в Сербии, так кажется не только сербам. Вот совсем недавно премьер-министр правительства вот этого самого частично признанного Косово Альбин Курти, он общался с журналистами из Черногории, с журналистами из издания «Победа». И вот, судя по его словам, судя по тому, как он оценивает обстановку, собственно, он тоже опасается того, что у Вучича или у кого-то из тех людей, которые находятся при власти сейчас в Сербии, есть действительно серьезные агрессивные планы. Он говорит следующее, что вот совершенно очевидно, что Белград тяготеет к Москве, что Белград использует Москву отчасти как такую свою ролевую модель, и говорит о том, что ситуация в регионе Западных Балкан, а так в принципе-то вот этот эвфемизм используется для обозначения бывшей Югославии. Вот я сейчас просто процитирую. Ситуация там, в бывшей Югославии, с точки зрения косовского премьера, напоминает миниатюрную реплику Российской Федерации. Конец цитаты. Дальше он говорит следующее. Он считает, что Республику Сербскую и саму Боснию и Герцеговину это задача максимум, но пока, судя по всему, речь идет о вот этой вот части Республики Сербской, под названием Республика Сербская, о которой в сюжете говорилось. Так вот, эту часть Сербия собирается превратить в такой аналог Беларуси, то есть полностью зависимую от себя и экономически, и политически, судя по всему, и в военном плане территорию. А вот Черногорию предупреждает косовский премьер, Сербия прямо сейчас, возможно, рассматривает как Украину, то есть как объект вероятной военной атаки, как ту территорию, которую любым способом хочет вернуть под свой контроль. Это, я напомню, не чьи-то там досужие домыслы, не журналисты выдумали. Об этом прямо говорит журналистам премьер частично признанного Косово. То есть, по большому счету, нас действительно в ближайшие несколько месяцев, или, я так подозреваю, даже, может быть, в несколько лет, может ожидать серьезное обострение ситуации на Балканах, потому что вот сейчас массовые протесты. Кстати, несколько власти пошли на попятную после того, как столкнулись действительно с такими многотысячными толпами людей во всей Сербии. Вот 9 декабря в очередной раз будет собираться парламент и правительство, и будут пытаться пересмотреть тот самый закон о реституции, который вывел людей на улицы. Будут, как они говорят, как чиновники говорят, будут его вновь перечитывать и пытаться изменить так, чтобы он не сильно
сильно злил протестующих для того, чтобы каким-то образом его можно было протолкнуть и дальше, чтобы можно было хотя бы хоть как-то утихомирить тех людей, которые выходят сейчас на улицу. Кстати, параллельно с вот этим, параллельно с пряником, который сейчас пытаются использовать сербские власти, то есть с рассказами о том, что мы самые одиозные части законов пересмотрим, вы не переживайте, мы пойдем вам навстречу. Используется и кнут. Он не первый год уже используется. Вучич вообще любит очень часто его применять. Это такая агрессивная государственная пропаганда, которая всех несогласных с деятельностью власти, всех тех, которые выходят на акции протеста и какие-то претензии предъявляют к любой власти на любых уровнях, эта пропаганда начинает рассказывать, что они там фашисты, они там соросята, они получают деньги от Запада, им там плевать на нашу великую родину, им там совершенно наплевать на наше великое прошлое. Они отрабатывают повестку, придуманную где-то в западных генштабах. Ничего не напоминает? Это абсолютно копирка, калька с того, что устраивает, и то, как ведет себя пропаганда в Российской Федерации. И по большому счету, когда человек, который возглавляет правительство частично признанной Республики Косово, говорит о том, что Белград полностью ориентирован на Москву, мы, как видим, действительно не врет. Белград копирует в мелочах, даже в какой-то в этой оголтелой Киселевщине и Соловьевщине своего большого брата. Собственно, ничего хорошего это ни к чему хорошему это не приведет. Я очень надеюсь, что акции протеста вменяемых людей и голоса вменяемых людей, которые обязательно придут на избирательные участки в Сербии в следующем году, заставят всех этих персонажей одуматься и вернуться из этих каких-то странных промосковских небес на вполне себе европейскую землю, потому что так или иначе Сербия куда ближе и географически, я очень надеюсь, сейчас еще и ментально к странам Евросоюза, чем к стране-агрессору, которая продолжает источать яд и вредить всем или большей части своих соседей. Что ж, это Сербия, это Балканы, это Югославия. Там, напомню, все или почти все из того, что я сейчас рассказал, началось с решения отобрать или, по крайней мере, начать отбор земли и домов у жителей для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых. А сейчас мы переносимся в Египет, где таки отобрали у жителей кучу земли, кучу домов, кучу строений, включая, кстати, несколько мечетей и одну достаточно старую христианскую часовню. Это все произошло в Луксоре. То, что вы видите сейчас на экране, это видео с официальной церемонии открытия так называемой аллеи сфинксов. Это такая дорога протяженностью почти 3 километра, на которой было установлено в Древнем Египте еще больше 1000 статуй. В основном это статуи были сфинксов, поэтому аллея называется сфинксов. Но эти сфинксы в основном были не с человеческими головами, как мы привыкли, а львиное туловище с бараньей головой. Построена она была очень давно, построена она была примерно начало строительства этой авеню, этой аллеи, начало строительства это где-то 15-16 век до нашей эры. Завершено строительство было уже Птолемеями, и это один из самых таких ярких, запоминающихся памятников древнеегипетской культуры. То, что вы видите на экране, это Абдель-Фатах ас-Сиси, президент Египта, едет туда. Он идет с какими-то другими чиновниками на открытие этой самой аллеи, которая вела к огромному храму на заднем плане. Этот самый храм от одного храма к другому вела, видно эту аллею, как она шла. Что я хотел рассказать еще о том, как собственно говоря, происходили раскопки. Эти раскопки растянулись на десятилетия, потому что после того, как пала династия Птолемеев, после того, как Древний Египет
отказался, отошел от вот этой вот многобожной религии, которую исповедовали веками египтяне, многие храмы пришли в запустение, в том числе и вот эти вот храмы в Луксоре. И после того, как люди перестали их посещать, после того, как люди перестали каким-то образом поддерживать порядок в них, действительно просто занесло песком, вслед за песком там образовался культурный слой, на этом культурном слою даже начали расти какие-то растения, и фактически случайно в 1940 году были обнаружены какие-то, вот, собственно говоря, из статуй, из каких-то из строений аллеи сфинксов. Но тогда удалось отрыть буквально несколько из этих самых фигур, и ученые еще не до конца даже представляли, с кем они имеют дело. Вот по-настоящему большие раскопки начались только в 1958 году. В них принимали участие ведущие. Сейчас вот такое у меня, не могу без тавтологии обойтись, но уж простите, ведущие египетские египтологи принимали участие в этих самых раскопках. Они длились, эти раскопки, с перерывами, но так или иначе до 2005 года, прошу прощения, до 60-го года, потом раскопки были прекращены до 2005-го. Политическая нестабильность, войны с Израилем, самые разные причины, необходимость перенаправить деньги от чего-то, что казалось менее важным, на что-то, что казалось правительству более важным, привели к тому, что раскопки были фактически заморожены. Их удалось возобновить только уже там, значит, в 2005 или в 2008 году, но египетская арабская весна, революция в Египте в 2011 вновь заморозили все вот эти вот раскопки. То есть вы представляете себе, вот с 1940 года до 2011 шли раскопки. Кстати, они продолжались аж до почти церемонии открытия. Последние несколько находок, последние несколько сфинксов были отрыты вот только в октябре этого года. Вот сейчас начало декабря, и вот буквально там чуть больше месяца назад удалось все это закончить. Там больше 1000 вот самых разных скульптур, в основном сфинксов. Ширина около километра в этой самой дороге. По-моему, немножко я сейчас приврал. Ширина дороги около 400 метров, да, а длина почти 3 километра. И только на последний этап раскопок было потрачено $38 миллионов. И это, на самом деле, судя по всему, не самые большие траты. Почему? Потому что самые большие траты пришлось, собственно говоря, вот они пришлись на те периоды раскопа, когда необходимо было отселить тех людей и снести те строения, которые находились на вот этой вот самой аллее сфинксов. Как я уже сказал, да, веками, наверное, даже тысячелетиями все это заносилось песком. Люди уже не видели, что там под этим песком находится, просто не знали, что они строят сами свои дома и строят свои культовые какие-то сооружения на культовых сооружениях прошлых веков. В итоге оказалось, что десятки зданий и строений находятся на этой самой аллее сфинксов. И пришлось только жилых домов было снесено несколько сотен. Только жилых домов, я так понимаю, часто речь шла о каких-то не очень больших хибарках, но тем не менее, это все равно были дома, единственные дома для тех людей, которые в них жили. И прежде чем их разрушить, нужно было построить что-то взамен и переселить туда людей. Кроме того, причем это уже было, кстати, в этом году, фактически на вот каком-то этапе предфинальном, в сентябре были вынуждены власти разрушить церковь христианскую, которая стояла там, ей было 115 лет. А кроме того, в предыдущие годы, помимо церкви, вот этой вот 115-летней, было снесено еще и сразу 3 мечети, причем самой старой из этих мечетей было 350 лет, то есть она явно имела не только религиозное, но еще и историческое значение. Ну вот власти посчитали, что аллея сфинксов куда более важное несет историческое значение. Кстати, судя по всему,
Сейчас будет активно она использоваться в продвижении Египта как главной или одной из главных туристических точек на планете. Не просто так, не зря туда приезжал Абдель-Фатах ас-Сиси, не просто так все это транслировалось в прямом эфире по центральным каналам не только в Египте, но и в некоторых других арабских государствах. Все это дело в том, что после того, как стало известно, после того, как ИГИЛ, который сейчас окопался на Синайском полуострове, заявил о себе несколькими годами ранее как о серьезной угрозе внутри египетской, после того, как армия и силы безопасности Египта начали на этом самом Синае военную операцию, и после того, как произошла, особенно после того, как началась пандемия коронавируса, Египет, судя по всему, здорово потерял доходы туристические. Несколько снизился приток туристов в Египет. И, собственно говоря, для того, чтобы любые средства хороши для того, чтобы вернуть туристов и их деньги. И, конечно же, здесь вот такой огромный целый, не знаю, кладезь, если так можно выразиться, древностей, как вот это вот аллея сфинксов, ведущая от одного древнего храма к другому древнему храму, украшенная древнейшими, часто многотысячелетними скульптурами. Конечно, эта аллея может сыграть действительно роль такого туристического магнита, сможет привлечь тех людей, которые там еще колебались, ехать или не ехать. И вот поэтому все это делается за государственный счет. Именно поэтому сейчас, судя по всему, так торопились и снести церкви, и снести мечети, и как можно скорее уже отрыть, откопать, для того, чтобы накануне зимних праздников, накануне таких долгих отпусков, которые очень многих на Западе выпадают как раз на новогодние рождественские праздники, открыть эту аллею для того, чтобы продемонстрировать: ребят, смотрите, у нас есть еще что-то новенькое посмотреть из того, что вы наверняка не видели, даже если были у нас раньше. Так что, с одной стороны, конечно, это важное историческое и археологическое событие, но с другой стороны мы все прекрасно понимаем, это еще и такой вот, скажем так, туристический магнит, такая туристическая замануха для богатых иностранных путешественников. Так, а вот куда точно не едут богатые иностранные путешественники в последнее время, так это в Афганистан. После того, как туда к власти пришли талибы, там действительно такая серьезная эпоха неопределенности началась. Я уже много об этом в эфире в своей программе рассказывал. Сейчас талибы столкнулись всерьез после того, как они оказались единственной реальной властью в стране. Они столкнулись с гуманитарной катастрофой или стоят на пороге гуманитарной катастрофы. Почему? Потому что несколько лет неурожайных было в Афганистане, несколько лет Египет очень сильно зависел от Афганистан очень сильно зависел от иностранной помощи, от иностранных вливаний и от взаимодействия с другими государствами и правительствами. Сейчас официально этого взаимодействия толком нет, потому что никто еще не спешит признавать талибов официальным правительством Афганистана. Их счета в других странах, счета предыдущего правительства, счета сбежавшего из Афганистана правительства, в основном эти счета расположены в американских банках, они заморожены, и талибы говорят: размораживайте, ребят, мы так не договаривались, верните нам эти деньги, потому что иначе здесь будет катастрофа, мы эти деньги потратим не на вооружение, не на какие-то там свои шикарные дворцы, нам нужно спасать людей, потому что предыдущее правительство, они в любых бедах, как и это часто очень бывает, винят попередников, тех, кто был до них, тех, кто правил страной до того, как они пришли к власти. Вот они говорят о том, что наши попередники, они все испортили, все испоганили, довели Афганистан до, собственно говоря, грани гуманитарной катастрофы, до грани голода, а нам теперь с этим как-то бороться. Давайте размораживайте наши счета, будем спасать людей. Пока не торопятся, американцы каким-то образом налаживать отношения. Есть неофициальные контакты, они продолжаются. Кстати, лучше складываются отношения у талибов с европейцами. Уже даже Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что не исключает того, что в ближайшее время вновь в Афганистане заработают
посольства европейских стран. А вот то, что вы видите на фото, это то, как складываются сейчас взаимоотношения Афганистана с соседним государством. Это соседнее государство под названием Исламская Республика Иран. Там вот случилось вот что. Там 1 декабря, совсем недавно, талибы вступили в бой с пограничниками иранскими на афгано-иранской границе. И об этом сообщают агентство Амадж, это агентство иранское. Вы видите его логотип, собственно, он его и поставил, это сотрудники агентства его поставили, чтобы никто ничего не перепутал. Так вот, судя по всему, речь шла о том, что талибы, которые еще не до конца разобрались с тем, что за страна досталась им вновь в руки и как ею управлять, перепутали и не очень поняли, где проходит граница между Афганистаном и Ираном, и вторглись в ту часть, на ту территорию, которая на самом-то деле является иранской. Там разные есть сведения о том, что происходит, вернее, что происходило тогда, 1 декабря. Кто-то говорил о том, что одни агентства сообщали о том, что талибы захватили в заложники или в плен каких-то пограничников иранских. Другие агентства сообщают, что ничего такого не произошло, и что инцидент был быстро исчерпан, обошлось без убитых и даже без серьезно раненых. Известно только, что вот там фермеры куда-то туда-сюда ходили, и талибы решили на этих фермеров наехать, судя по всему, посчитав, что они пересекают границу. За этих фермеров заступились иранские пограничники, пытаясь объяснить, что, ребята, нет, это они вашу границу не пересекали, они вот здесь все в Иране находятся. Собственно, это и привело к обострению отношений. Кстати, я замечу, что на самом-то деле в последнее время Иран и Афганистан вот после прихода талибов потихонечку налаживали отношения. Почему? Потому что Ирану, конечно же, совсем не улыбается сейчас идти на серьезное обострение отношений с Афганистаном под управлением талибов. Почему? Потому что вот прямо сейчас около 3 миллионов официальных и неофициальных беженцев из Афганистана находятся на территории Ирана, и любое обострение отношений приведет к тому, что этих беженцев станет еще больше, и как с ними поступать, наверное, иранские власти до сих пор не поняли. Более того, они вероятно, хотят договориться с талибами о том, чтобы, по крайней мере, часть из этих беженцев переправить назад в Афганистан и, собственно, избавиться от той головной боли, которую доставляют им эти люди. Кроме того, в течение последних нескольких лет до прихода к власти в Афганистане талибов именно Афганистан был одной из главных для Ирана стран-партнеров в экономическом плане. И огромная часть импорта иранского – это и сельскохозяйственные продукты, и, что тоже особенно для Ирана важно, нефть, все это шло на продажу, все это отправлялось в Афганистан. И теперь нужно каким-то образом договориться с талибами для того, чтобы, если и каким-то образом и потерять долю рынка, то, тем не менее, сделать это не очень заметно для самих себя. То есть как-то максимально сохранить все эти объемы поставок, которые были до прихода талибов к власти. А самим талибам, кстати, тоже интересно договориться с Ираном, потому что, по большому счету, сейчас они практически полностью и во всем зависят от соседнего Пакистана, и через Пакистан каким-то образом ведут как дипломатическую, так и экономическую деятельность. Сильно зависит от Пакистана, от одного лишь Пакистана. Им не очень нравится, они бы хотели диверсифицировать, что называется, риски политические и экономические. И поэтому вот действительно этой осенью начали потихонечку такое сближение. Даже в октябре иранская делегация встречалась с представителями талибских новых властей. Почему потихонечку? Почему это не происходит быстро? Почему это не происходит как-то резко и заметно? Потому что в прежний извод талибов, тогда, когда они были во власти в Афганистане с середины 90-х по 2001 год, как раз хуже всего складывались отношения у правительства талибов именно с Ираном. Почему? Потому что талибы тогда начали серьезные гонения на
этническое меньшинство афганское, которое называется хазарейцы, они в основном шииты, и как раз шиизм является государственной религией Ирана. Иран был страшно недоволен этим. Иран пытался защитить хазарейцев, пытался надавить на все возможные рычаги для того, чтобы гонения, преследования хазарейцев прекратились. Более того, в какой-то момент, кстати, Иран едва не начал войну с талибами, едва не отправил свои контингенты армейские в Афганистан. Это случилось после того, как во время захвата афганского города Мазари-Шариф талибы убили 10 граждан Ирана. Причем все эти 10 граждан Ирана мало того, что были безоружными, так эти еще 10 граждан Ирана находились под защитой всевозможных международных конвенций, потому что 9 убитых иранцев были дипломатическими работниками, 10-й был журналистом. И вот это даже статус, особый привилегированный статус этих граждан Ирана не остановил талибов, они их просто, вот что называется, расстреляли. Кстати, вопреки всем кошмарным, ужасным отношениям Ирана и Соединенных Штатов Америки, а я напомню, что вот с 1979 года, со времен победы исламской революции в Иране, у Тегерана и у Вашингтона нет официальных отношений. И вообще Соединенные Штаты, иначе как малый сатана, большой, прошу прощения, сатана, потому что малый сатана был Советский Союз, иначе как большой сатана в Иране не называются. Так вот, несмотря на вот эти взаимное недоверие, а порой и ненависть Ирана с одной стороны и Штатов с другой стороны, иранские власти приветствовали вторжение американцев в 2001 году в Афганистан и свержение режима талибов. Они вот реально приветствовали, они считали, что пусть лучше там будут вот этот большой сатана, чем талибы, которые преследуют их единоверцев, чем талибы, которые абсолютно непредсказуемые, вообще непонятно, как они поведут себя дальше. Вот сейчас уже талибы, по крайней мере на слова, говорят о том, что они будут проявлять веротерпимость и что они не будут ни в коем случае преследовать шиитов, хазарейцев, и что они готовы сотрудничать с Ираном. И вот Иран потихонечку, полигонечку налаживает вот эти вот самые связи с талибами. И, собственно, вот эта вот история с перестрелкой на границе, она, наверное, как-то и сможет несколько притормозить это сближение. Но, с другой стороны, вся история Ирана, она нам рассказывает о том, что это вот такая бесконечная череда кризисов, из которой иранцы или персы, как их еще называют, каждый раз находили тот или иной выход, каждый раз учились чему-то новому, каждый раз преодолевали те трудности, которые ставила перед ними история, воздвигали перед ними судьбы человеческие, судьбы других государств. Давайте посмотрим сюжет об истории Ирана для того, чтобы лучше понимать, о чем я говорю сейчас, а потом пойдем дальше. Территория Ирана была родиной для одних из самых древних цивилизаций в истории человечества. Поселения и города эламитов, ассирийцев, медийцев находились на тех землях, где сейчас расположена Исламская республика Иран. Предки современных жителей Ирана пришли из Центральной Азии во втором тысячелетии до нашей эры и уже через несколько столетий смогли создать сразу два развитых царства – Медийское и Персидское. С захвата персами Мидии началось строительство Первой Персидской империи или державы Ахеменидов, как она называлась в честь основателя царской династии вождя Ахема. Самым известным представителем этой династии был Кир II, правитель, который подчинил персам почти весь Ближний Восток, Южный Кавказ, Малую Азию, Египет, часть Балкан и обширные области современных Пакистана и Афганистана. Кир II упомянут в Ветхом Завете как избранник Божий, помазанник. Этот титул царь заслужил за то, что освободил иудеев из вавилонского плена, уничтожив Вавилонское царство, и приказал восстановить Иерусалимский храм, главную иудейскую святыню. Получивший титул «Великий», Кир до сих пор почитается как основатель иранской государственности, а к его мавзолею в древнем городе Пасаргады и сейчас, спустя 2500 лет после смерти правителя, приходят иранцы, чтобы почтить память царя. После смерти Кира, погибшего, скорее всего, в одном из завоевательных походов в Индию, его преемники занимались расширением границ Персидской империи, пока не столкнулись с неожиданно сильным и талантливым противником.
В IV веке до нашей эры на территорию империи внезапно вторглась армия греческого правителя Александра Македонского. Александр разбил куда более многочисленные силы Персии и включил территорию этой страны в состав своей империи. Место ахеменидов во главе Персии заняли селевкиды, потомки одного из военачальников Александра, империя которого распалась вскоре после гибели царя. Селевкидов, в свою очередь, сменили правители одной из областей – Парфии, которые завоевали Иран и при которых он стал называться Парфянским царством. Именно парфянские правители первыми начали называть себя царями царей – шахиншахами, и первыми же утвердили государственную религию – зороастризм. Зороастрийское духовенство оставалось одним из самых влиятельных и богатых слоев иранского общества до начала арабских завоеваний на Ближнем Востоке. Арабы, подчинив себе Иран, поставили во главе страны наместников мусульман. Зороастрийские жрецы лишились власти и политического влияния, что привело к их массовому переходу в ислам. И хотя зороастрийцы живут в Иране до сих пор, уже к X веку нашей эры Иран был преимущественно мусульманской страной. Правда, страной не независимой, а включенной в состав могущественной Арабской империи. Вновь стать независимыми иранцы смогли только после всерьез подорвавшего силы арабов монгольского нашествия. Воссоздали независимый Иран сефевиды, представители знатной династии до сих пор неизвестного происхождения. Разные исследователи считают их тюрками, курдами или арабами. Именно сефевиды обратили Иран к шиизму. Причем, скорее всего, это был скорее военно-политический ход, чем искреннее религиозное побуждение. Одним из главных военных противников новой династии были набиравшие силу сунниты-османы. И очень многие из подданных сефевидов не могли понять, почему они должны воевать против единоверцев. Тогда-то, как считают многие историки, правители и возвели не отличавшуюся в то время большим числом приверженцев шиитскую ветвь ислама в ранг государственной религии. С тех пор шиизм оставался стержнем иранской государственности и национального самосознания. Любая попытка покуситься на него приводила к трагедиям. Иран и сейчас является подчеркнуто шиитской страной, во главе которой находится богослов Аятолла, который, как считается, обладает особой связью с небесами. Причем в одной из статей Конституции государства отдельно оговаривается, что это правление временное. Постоянным же правителем должен стать сокрытый имам, предводитель, который, согласно религиозным текстам шиитов, был несколько веков назад введен в непознаваемое человеком невидимое состояние, из которого в любой момент может вернуться. Кстати, значительную часть своей истории Иран назывался Персией. Современное же название было утверждено в качестве официального лишь в 30-е годы прошлого века. Произошло это, вероятнее всего, под давлением нацистской Германии, кинувшейся налаживать отношения с теми, кого тогдашние немецкие власти считали народами арийских кровей. Иранский и арийский – это по большому счету разные прочтения одного и того же слова, обозначающего жителя конкретной географической области на стыке Центральной Азии и Ближнего Востока. К немецким нацистам это определение не подходит и вовсе. Ну вот так вот Иран, и, как я уже говорил, еще раз переживает очередной кризис. В этот раз кризис в отношениях с соседним Афганистаном, который управляется талибами. Правда, я так понимаю, что этот кризис будет достаточно краткосрочным. Почему? Потому что даже если правы те источники, которые сообщают о погибших и даже взятых в плен во время этой самой стычки, то, похоже, это каким-то образом удастся сторонам замять. По той простой причине, что есть проекты, в которых они обе страны страшно заинтересованы. Один из этих проектов, о котором уже вроде бы как предварительно договорились в ходе той самой встречи представителей иранской делегации и власти Талибана, это, например, проект передачи экспорта иранской электроэнергии в Афганистан. В Афганистане сейчас большие проблемы с электроэнергией, и талибы своими силами не могут справиться, и они готовы платить Ирану за поставку этой самой электроэнергии. А мы прекрасно понимаем, что мы живем в мире так называемый реал-политик, где вот какие-то такие интересы больших корпораций, интересы государств куда стоят дороже, чем жизни простых людей, особенно если это военнослужащие, тех людей, которые давали присягу воевать, умирать, убивать за свою страну. Что ж, на этом сегодняшний прайм Моцарский закончен. Увидимся с вами через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего.